Всем привет! А с вами, как всегда, Лада Матвеева и, конечно же, передача «Достояние». Спорт играет большую роль в жизни людей. Он воспитывает характер, делает человека сильным и выносливым. Именно поэтому сегодняшнее интервью пройдет с многократным победителем и призером республиканских соревнований по гиревому лыжному спорту Гафиетуллиным Тимуром и его тренером, имя которого прославила Канаш на весь мир, с Зиной Федоровной Григорьевой. Тимур, привет! Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к спорту? Кто повлиял на твой выбор? Привет! На мой выбор повлияли родители мои. В детстве я был очень шустрым ребенком, поэтому родители меня отправили в эту спортшколу. Здесь я уже 6 лет. А какими видами спорта ты занимаешься? Занимаюсь я лыжным спортом и гиревым спортом. Раньше занимался чуть-чуть борьбой. Почему выбор пал именно на эти виды спорта? Выбор пал на эти виды спорта, потому что гиревой мне как-то по душе и лыжи тоже. То есть я всегда хотел заниматься ими, а сейчас мне это очень нравится. Интересно. А видишь ли ты какую-то спортивную цель? Да, вижу спортивную цель. Я хочу добиться высоких результатов и выполнить разряды. Тимур, тебе 16. Каких результатов ты уже успел добиться? Я добился многих результатов. Я являюсь победителем и призером республиканских соревнований. Вот недавно были соревнования по гиревому спорту. Там тоже вышел я победителем этих республиканских соревнований. Вот так вся жизнь проходит. А тебе нравится, когда соревнования проходят в нашем городе или же на выездах? Больше всего нравится, когда проходят соревнования на выездах, потому что там новый город, если это, ты узнаешь его, там новые знакомства. Потому что здесь, в Канаше у нас, обычно все те приезжают, которые обычно приезжают. А какие эмоции, ощущения ты испытываешь вообще на соревнованиях? Есть ли какой-то мандраж или уже все, не переживаешь? На соревнованиях испытываешь там больше не мандраж, там идет прям энергия такая, драйв такой. Хочется выиграть, победить. Но не всегда получается, но большая часть получается. Тимур, а расскажи о своем графике тренировок. Сколько раз в неделю ты ходишь? Я занимаюсь 6 раз в неделю, из них 3 дня гиревым спортом, 3 дня лыжным спортом. А бывает ли такое, что тебе вот просто не хочется идти на тренировку? Что ты делаешь в таких случаях? Такое бывает часто. Реально, не хочется идти на тренировки. Ты понимаешь, что если ты не пойдешь, результата ты не добьешься. Поэтому приходится идти. А чем занимаешься вообще на тренировках? Расскажи о упражнениях, возможно. Мы занимаемся сначала всегда растяжки идут. То есть растягиваемся все тело. Потом идет у нас как такая маленькая тренировка, а потом прям контрольная. То есть прям до упора работаем, потом опять маленькая и растяжка. Вот на нашем это все заканчивается. Мне всегда было интересно, всегда ли спортсмены придерживаются спортивного питания? Что ты скажешь насчет этого? Честно скажу, я не придерживаюсь спортивного питания. Мне и так хорошо. То есть, если бы, я придерживался спортивного питания, может быть, еще результаты улучшились. Но я не могу так. Я, конечно, попробовал, но не получилось. А как вообще считаешь, это важно для спортсмена? Вообще, это 50 на 50. То есть, может быть и важно, может быть и нет. Сам не пробовал, не знаю. Кстати, Тимур, а расскажи о своем первом тренере. Вот когда я пришел в эту спортшколу, моим первым тренером была Зина Федоровна. Она тоже очень сильно повлияла на мой спорт. Она прям подбадрила меня, кормили тут, мы кушали, чай пили каждую тренировку. И после нее был Владимир Александрович. Он мой первый тренер по гирям. Потом здесь у меня появились еще тренеры по лыжному спорту. Это Надежда Владимировна, Мария Альбертовна. И так завязалось, что Дина Федоровна дала старт, получается, моему спорту. А давайте сейчас мы познакомимся с Диной Федоровной.
Дина Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о начале своей деятельности в спортшколе. Если честно сказать, у меня вся жизнь прошла в этой спортивной школе. Детство и юность, и можно все-все. Я еще... Здесь была раньше первая школа, когда у нас приехал Владимир Яковлевич Григорьев, тренер. Тренировал нас, а я училась в первой школе в 6 классе. Вот. И с тех пор вот с 6 класса, это где-то 56-й год, если взять 44 и сейчас 20, 60 с лишним лет, можно сказать, я в спортивной деятельности, тренировочной, конечно, начиная с тех пор, до сих пор уже и сейчас продолжаю немного так, не в таком полном смысле, но выступаю в соревнованиях. До 75 лет я выступала на чемпионатах мира. Это мне было 75 лет последний раз. Я выступала в Сыктывкаре, а так я, если считать по странам, объездила весь земной шар. Начиная Япония, США, Америка, Канада и европейские страны, тут Польша, Германия, Швеция, Австрия, в общем, все страны. Это очень достойно, я считаю. До этого же я в молодости я попадала в олимпийскую команду Сафара. Это было в 1972 году. Но у меня, конечно, цель и мечта была, я и тренировалась хорошо очень. И, между прочим, хочу вот сказать то, что я тренировалась не в сборной, была хоть и в сборной 69 по 74 год. И я от этих сборных я отказывалась. Мне и ставка была хорошая, 200 рублей тогда, деньги такие были вроде бы большие. И вот я, значит, здесь, в спортивной школе, вот как начала, моя юность, тут детство, тут все шло в этой спортивной школе, спортивной школе, потом медучилище. И у меня, конечно, большие цели были. Я и с таким намерением готовилась, что попаду на Олимпиаду. Действительно, я была вот так, если сейчас вот как-то не рассказывала, но вот данный период, вот на Тимуру смотрю, какой он молодец, какой он трудолюбивый. Это же просто это редкость, в детях тоже бывает, чтобы везде успевать. Тимур, а расскажи про свою общественную жизнь. Ну, помимо спорта, я занимаюсь с 1 класса танцами. То есть, тоже по душе мне это. Мы выступаем на всероссийских, республиканских соревнованиях и выигрываем. Вот в прошлом году мы выиграли гран-при. То есть, это было очень сложно, но мы взяли это. А как ты решил заниматься танцами? Ну, у нас класс пошел на танцы. То есть, мы всем классом ходили на танцы. В итоге, после 5 класса многие ушли, а я остался. Даже не пожалел об этом. А куда ты ходишь на хореографию? Хожу я в Дом детского творчества на ансамбль современного танца «Ассорти». Там очень хороший преподаватель и очень хорошие дети. Тимур, как-то раз на концерте в музыкальной школе я видела, что ты там тоже выступаешь. Расскажи об этом. 2 года назад я закончил музыкальную школу на классе по гитаре. И фортепиано там тоже было, и сольфеджио, музыкальная литература, как обычно. И вот, 3 года назад мы создали свой татарский ансамбль. То есть я играю там на бас-гитаре, иногда на барабанах. И вот по сей день я не расстаюсь с музыкальной школой, хоть ее закончил давно. Мы выступаем на многих концертах, также являемся победителями и призерами республиканских, всероссийских соревнований. И мне тоже это очень нравится. А кто привил любовь к музыке? К музыке привила меня мама. Она меня силом отправила в эту музыкальную школу. Я сначала не хотел ходить, я даже почти бросил ее. Но в итоге мама все-таки заставила ходить, а сейчас мне это очень нравится. А чем ты еще занимаешься?
Посещаю художественную школу, являюсь волонтером, и еще я являюсь юноармейцем нашей школы. Расскажи об успехах в художественной школе. Ну, в художественной школе у меня не такие хорошие успехи были. Вот участвовал один раз в конкурсе рисунков, нарисовал я утку. В итоге я выиграл, но у меня это приняли за зайца. Вот после этого я больше не хожу на конкурсы и не посещаю художественную школу. То есть это прям полностью отбило желание заниматься художественной школой, да? Честно, да, отбило чуть. Ты говорил, что помимо спорта ты занимаешься танцами, посещал музыкальную школу, художественную школу, охватываешь волонтерскую сферу. А что у тебя с учебой? Как ты все это успеваешь? С учебой у меня все хорошо. Учусь я на 4,5. Мне это никак не мешает. Все хвалят учителя. Со всеми хороший язык нашел. Поэтому и хорошие оценки. Уже определился с предметами в 11 классе? Да, я определился с предметами. Я буду сдавать профиль математику, общество, информатику и русский. Тимур, я слышала, что за все твои усилия тебя наградили путевкой в образовательный детский центр «Артек». Расскажи об этом. Ну, дело было так. В ноябре, 1 числа, мне пришло смс, что я попал в детский оздоровительный лагерь «Артек». Я был сначала рад, потом не очень. Но когда я поехал, все мои ожидания изменились. То есть я думал, что там будет не так хорошо, а там оказалось намного лучше, чем я ожидал. Ты сказал, что был не рад поездке изначально. Почему? Честно, ладно. Там же билет сам бесплатный в лагерь, а перелет он платный. Поэтому я сначала думал, что деньги на ветер. Ну, решил попробовать. В итоге это не деньги на ветер. Всем совет туда. И участвуйте везде, чтобы попасть в этот лагерь. Честно скажу, на своем опыте мне тоже удалось побывать в этом лагере. И я скажу, что это нереально круто. Настолько крутое, так скажем, развитие я не получала. И это стоит тех денег, которые мы платим за перелет, потому что это не лагерь, а сказка. Тимур, скажи, в каком лагере ты был? Вот я была в Хрустальном. Я был в лагере Лазурный, то есть это прям у берега моря. Ты был в октябре, ноябре. Ходили ли вы на море или уже была не та погода? Нам сказали, что была не та погода, но море еще было такое более-менее теплое. Поэтому мы ходили в бассейн, туда залили нам морскую воду, мы купались только в бассейне. Явно ты познакомился с большим количеством друзей. Общаетесь ли вы сейчас? Да, я всегда поддерживаю связь с дагестанцами. Это самые хорошие люди, честно говоря. То есть они и добрые, и отзывчивые, и мужественные, сильные. Угу. Хотел ли бы ты поехать еще раз? Да, хотел бы, но не в этом году. Потому что все-таки там тоже устаешь. Это вот не наши лагеря, вот как... Ну, у нас тоже хорошие лагеря, но там совсем другая жизнь, там реально сказка. А вот в следующем году уже хотелось бы поехать еще раз. Угу. Это очень хорошо, что вы поддерживаете связь с друзьями, что тебе очень понравилось. Какой опыт ты вообще получил от Артека? Что тебе дал? Опыт, он мне дал то, что надо целеустремленно идти к своей цели и не забрасывать ее заранее. Тимур, а планировал ли ты связать свою будущую жизнь профессиональным спортом? Честно, профессиональным спортом я не планирую связать мою жизнь. Я планирую связать с военным делом. То есть там будет тоже физическая подготовка, только не такая профессиональная, а просто физическая. Ну, можно сказать, что спорт будет тебя, так скажем, окружать всю жизнь. Да, честно, будет спорт окружать меня всю жизнь. Расскажи, пожалуйста, какие качества должны закладываться в спортсмене? Самые главные качества должны быть это терпение и целеустремленность, потому что если не будет целеустремленности, многие из-за этого уже бросают спорт, а вот которые вот прямо идут до своей цели, до конца, они вот становятся чемпионами России, чемпионами мира. Вот ты рассказал про чемпионов мира. Кто
Кто твой спортивный кумир? Это Воронков, потому что он меня с детства, я с ним познакомился в этой спортшколе. То есть, когда я был во 2 классе, в эту спортшколу приехал сам Воронков. Мы с ним познакомились, пообщались, было весело. В тот день даже мы покушали, чай попили, чаепитие. То есть, и вот, он мне дал такую мотивацию, то что бы ни случалось, иди до своей цели. Тимур, ты упомянул такое качество, как целеустремленность. Как ты считаешь, как выработать это качество другим людям, которые также хотят заняться спортом, но у них не получается? Самое главное, надо мотивировать себя. Ведь без мотивации ничего реально не получится. И идти до конца, чтобы не спускаться там где-нибудь посередине дороги, а прям чтобы до конца, и все получится. Да, я считаю, что ты прав. И в завершение нашего диалога, что бы ты пожелал будущим спортсменам? Удачи и новых наград. Спасибо. На этом наша передача подошла к концу. Встреча с Тимуром и Диной Федоровной была очень интересной, а самое главное – информативной. Не зря говорят, в здоровом теле – здоровый дух. С вами была Лада Матвеева и передача «Достояние». До новых встреч!